По образованию. Здесь тоже вопрос стоит. Именно государственных детских садиков, строительство и ремонт, и школ. На сегодня насчитывается 99 государственных садиков. 99. А частных детских садиков 556. 556 частных садиков. Ну, вы, наверное, видели, где-то вот в нежилом помещении открывается в многоэтажном доме, или в частном секторе это арендуют коттеджи или частные дома, и там открывают детские садики. Но население просит, чтобы открыли государственные садики. Открыто это жилом массиве пригородный на 300 мест. На следующий год планируется 3 новых государственных садика. Это в Нуринском районе, в Уркере и в Алматинском районе. Еще 3. Ну, сами понимаете, бюджет не резиновый, поэтому уже по мере возможностей и деньги мы распределяем, и акимат тоже, когда конкурс объявляет, разные моменты бывают. Бывают и недобросовестные поставщики, подрядчики, нерадивые есть, которые дали обязательства, договор заключали и потом начинают тянуть, и дальше уже потом, как всегда, судебные процедуры. И затягивается вот этот вопрос. По школам. По государственным школам у нас на сегодняшний день в городе насчитывается 122 государственных школ, 74 частных школ и 8 школ это республиканского значения. Ежегодно строится очень много школ. В этом году, например, запланировано было 14 школ государственных построить. 8 из них построили, 1 сентября сдали. Одну школу вот в декабре сдают. Получается 9 школ только до конца года будут сданы. В 2026 году у нас также запланировано 17 школ. 15 государственных школ, 4 это частных школ. Поэтому катастрофически не хватает именно государственных школ. Каждый год прибывает в город у нас 670 тысяч населения. Плюс еще агломерация, это вот соседние села, поселки, приближающие к столице. Они загружают. Очень нагрузку несет именно инфраструктура и плюс именно социальный объект. Но все равно мы подключаемся и вместе с государственными органами стараемся решать эти вопросы. По ремонту школ. По ремонту это старые школы, особое внимание делают именно у нас депутаты, которые курируют социальное, культурное развитие. Часто эти вопросы поднимают вместе с активистами вашего района. Например, в вашем районе в этом году, если 6 школ отремонтировано было, как ремонт сделать? Из них 4 школы в вашем районе. Это первая школа, 14-я школа, 35-я школа, которую они до сентября месяца сдали, и плюс 69-я школа. Синие, зелено-черные такие автобусы. Китайская компания Ютонг очень себя хорошо показал, адаптирована на наш климат, на холод, на морозы. В летнее время кондиционер хорошо работает. И в этом году сейчас уже начали приходить 300 автобусов. Получается тогда 820 автобусов у нас будет. Новых автобусов. Последние 300 именно по инициативе наших депутатов заказали на газу. Это экологическая ситуация, чтобы учесть города, экологически чистый именно транспорт, чтобы был. Они будут ездить на газу, 300 автобусов. Более 1 миллиона деревьев и зеленых насаждений посажено в этом году. 170 дворов полностью по городу отремонтировано, обустроено. Установлены мапы, детские площадки, где-то именно отведенные места для животных. Это вот в этом году было сделано. Для информации хочу вам сказать, в городе у нас насчитывается 1 ботанический сад, 14 парков. 14 парков есть. Это общественное пространство. И 127 скверов есть. В этом году, тем более, год рабочей профессии, и дополнительно открылись новые скверы.
Например, сквер коммунальщик открыли по улице Абая. В Алматинском районе открыли. Общественное пространство. В городе, наверное, видите, тоже, наверное, гуляйте по набережной. Какие работы, масштабные работы ведутся. Парк Ататюрк. Очень там облагоустроили. Триатлон парк, президентский парк. Полностью набережные и укрепили именно природным камнем. Велодорожки, для пешехода дорожки сделаны отдельно, для спортсменов и для активных жителей спортивные тренажеры установлены, другие мапы установлены, деревья посажены и плюс освещение сделано. Новые парки открылись, Гринлайн, это в Нуринском районе. Сейчас еще планируется новая протяженность, если не ошибаюсь, где-то 3 километра Гринлайн. Новое сейчас тоже будет общественное пространство открываться, это аллея Мыңжылдық. 4 километра до нового вокзала полностью общественное пространство будет облагоустроено и посажено деревьями, и пешеходные, и велодорожки, и для самокатчиков. Все условия будут созданы. По газификации. Очень хороший результат показали за последние 2-3 года. Это очень такой наболевший вопрос был, для экологии города влияло, когда все коптили и твердым топливом топили. На сегодняшний день газификация уже завершается 98%, можно сказать. Недавно только осенью подали газ в поселок Теймана. Вот буквально неделю назад кирпичный дали газ. На этой неделе, вот тоже приглашаю, четверг, пятницу, будет подача газа в Чубары, это центр города. Где постоянно жаловались, и где центр постоянно в смоге стоял, это вот благодаря жителям Чубарова. Теперь у них вот газ будет. Полянканың председатель боламын, саяжай 7-8 мың тұрғыны бар. Сол 7-8 мың халықтың аманатына арқалап келгенде әрдайым. Динара Серікбайқызы болады. Бірінші сұрақ өткенде де қойылған сізге. Жиналыста халықтың көпшілігі сұрап отқаны аренданың продлениясы. Бір-біріне сұрағыңызға жауап бере берейік. Динара Серікбайқызы, саламатсыз ба? Бұл кісінің көтеріп отырған сұрақ өте орынды. Мәселен барлықтарыңыз білесіздер, біздің Астананың аумағында дача деп айтамыз ғой, бағбандық нысандағы объекттер өте көп. Бірақ та мына кейіннен жер кодексіне өзгерістер енгізілген, яғни жердің иесі жердің мерзімі бітпей 3 ай немесе 4 ай бұрын өтініш беру керек. Сол уақыттағына жаңадан енгізілген ЕГК программасы арқылы жердің арендасы созылады деген себеппен қазір бүкіл Полянкада тұрып жатқан 15 үйге бас тартып жатыр әкімшілік тарапынан бізден. Сол себептен бұл кісілер қазір газға да қосыла алмай отыр. Сондықтан бұл сұрақты мен өзіміздің басқарма басшысы қалалық деңгейде көтергенбіз. Өйткені бұл кісілерге шынымен де енді өздеріңіз білесіздер, қаншама адам бар, оның бәрі біле бермейді. Яғни 3 ай бұрын ба, 4 ай бұрын ба өтініш беру керек екен. Табиғат Кабинет бұл жерде сіздердің көмектеріңіз бізге болса, бір ақылдасып, басқармалармен келісіп, осы бір 15 үй мерзімі созып. Жаңа сол Камалиұлы 15 үй емес, бізде өте көп тұрғындар. Продолжение жасай алмай тұрған. Ал газ мәселесіндегі шұғыл сіз сұрақ айтып қояды. Мысалға мен айтып отырған, Динара Серікбайқызының айтып отырғаны. Дачасын бұрын арендасы болды ма, жері болды ма, оларға менің ойымша көмектесу керек, созып беру керек. Кімде садовая книжка болды, кімде құжат болған жоқ, оған өзіңіз түсінесіз, жерді ешкім алып беріп, қосып беру. Городка, и вот хочу спросить, вот автобусы, да, ездят, да, новые, все хорошо, все замечательно, но один вопрос такой. Почему после 11 часов вечера у нас не уехать, не приехать, не уехать, не с нового вокзала, ну то, что с пересадкой, ну ладно, а то, что вот именно вот с Ленгива, 16, 39 маршруты, 81, после 11 часов уже все, не уехать, не приехать. Второй вопрос у меня, ну это вот инвалид третьей группы, постоянно у меня статус инвалида. У меня такого статуса не ставят на очередь на жилье. И нас, инвалидов третьей группы,
вообще даже нами не интересуется. Вот социальные, никогда никто не звонит, никто не спрашивает. Просто вот как будто мы потерялись и все. Вот такой вопрос. Давайте сразу. Автобус по автобусам может Сажем врача, автобус 11-ге дейін жүреді. 11-ден кейін автобус тоқтайды. Ол таңға дейін бізде жүре алмаймыз. Водитель демалу керек. Давай рассуду уже. 11-ге дейін жүреді біздер. Адам болғасын. Енді міне не ораза келіп жатыр. Неге барамыз? Аудашарға барамыз. Ораза кезінде біздер дополнительный маршрут қоямыз. Маршрут бар. Жоқ, оны айтпаймын. Маршрут бар. Оразадан шыққасын, ифтардан шыққасын, автобус жүрмейді. 39. Ораза кезінде таң айтқандай біздер маршрут қоямыз. Қала бойынша маршрутты қоямыз. Бір ай ма? Все-таки увидеть результат, потому что в других местах мосты, естественно, строятся намного быстрее, и жителям не приходится делать большие круги. Для того, чтобы выехать на полос, допустим, нам приходится через Конституцию ехать. Это в большей части жителей так делают. Этот вопрос, я думаю, что это очень важно. Второй вопрос такой, что все-таки полиция у нас есть, она работает, но в малом количестве, проезжает дворы, скверы, естественно, и хотелось бы видеть вот эти патрульки, по 2-3 человека, которые ходят, чтобы они проходили район Коктала. Все-таки там уже более такой жилой, это Коктала, это торговый центр Коктала, я имею в виду. И на скверы, чтобы заходили, потому что молодежь после 12 даже бывает тусуется в этих местах, приходится жителям, в частности, я сама выхожу, иногда прошу ребят потише сделать, вести себя. Ну, кто как реагирует, ну, всякое бывает, как говорится. Ну, полицию где вызываешь, где не вызываешь, где-то сами находимся. И потом еще у меня такой вопрос. Все-таки автобусы, я считаю, что на агрогородок нужно побольше давать, потому что у нас очень много жителей, которым приходится пересаживаться, особенно со стороны мясокомбината бывшего пенопластового, вот где есть, там то же самое, с лесозавода. Там люди много выходят на остановку, и, естественно, бывают моменты, что очень долго ждут автобуса. Вот этот вопрос, пожалуйста, обратите внимание и помогите нашему акимату все-таки для выделения бюджета. Потом хотелось бы еще Сарабулак все-таки поднять, потому что это непростой вопрос и неравнодушный. Поверьте, если люди молчат, это не говорит о том, что они не хотят понимать этот вопрос, а много-много-много людей просто переживают за него. Если нужна помощь жителей, мы рядом. Спасибо, Александр. Давайте по первому мосту, по путепроводу моста, который он в этом году уже строится, деньги с бюджета выделяются, но бывают разные подрядчики. Есть нерадивый подрядчик, который всегда скандалит, с ними есть проблемы. На следующий год сейчас мы рассматриваем, может Ростов-Гимдоголов, может и с ними, потому что они уже проблему более-менее уже знают. Раз они начали, хотим, чтобы они завершили. На следующий год сейчас рассматривается бюджет, дальше денег выделения. И надеемся, что на следующий год закончится. Да, Сергей Андреевич? Следующий год мы до Конституции нам дадим. Были проблемы, да, с подрядчиком, потом по металлу мы закупаем с России. В Казахстане нету материала, задержка по металлу была. Затянулось. По автобусам 8 маршрутов в агрогородке. По интервалу хорошо рассмотрим. Вообще интервал 8-10 минут. Да, по нашему району установлено 9000 дополнительных камер. Там основная функция у них 30 с чем-то дополнительные функции. Все это будет базироваться у нас в центре Астана при управлении цифровизацией. То есть там, условно, если раньше человеческий фактор был, да, где-то если мы отслеживаем, смотрим, что какое-то правонарушение, если увидим, тогда только реагируем. А здесь они уже умные камеры будут напрямую информацию передавать и сразу предупреждать о каких-то правонарушениях. Все это будет базироваться при управлении цифровизацией. Соответственно, оттуда будет мозг, который распределяет всем другим государственным органам, в том числе там, управление полиции, департамент полиции и так далее. И как мы обещали, как управление цифровизацией обещали, до конца этого года мы должны провести установку всех камер. Ждем. Школьников где-то там выделят что-то, бассейн будет, ну там дети будут ходить. Почему пенсионерам там, наверное, и не будет ни места, ни прохода, я так думаю.
Это второй вопрос. Физкультурно-оздоровительный комплекс тоже нужен у нас, территория большая, есть места, где можно все это установить. Ну, третий вопрос, это вот у нас в парк Коктал приходят очень много автобусов, стоят там. А вот 2 остановки, 3 остановки вести, эти люди должны добираться до парка и ехать дальше в город. А вести эти маршруты до Коктала 2-3 остановки продлить, чтобы они проезжали по Кокталу 1. Там 50-й автобус, 7-й, я не знаю, много автобусов ходит. И их желательно запустить в Коктал 1. Теперь я уже много лет поднимаю этот вопрос, наверное, лет 20. Нам нужно с Коктала прямой рейс, маршрут, чтобы заезжал на старый вокзал. Прямой маршрут. Обязательно с пересадками, эти дедушки, бабушки, они обязательно должны где-то сесть, пересесть на другой автобус с баулами, чемоданами. Тоже, я думаю, есть возможность решить. Теперь у нас я думаю, в каждой школе нужен инспектор по делам несовершеннолетних. В каждой школе. Там по 2-3 тысячи человек учатся, учеников. Там разный контингент учащихся, разное воспитание, разное. Это как и в армии дедовщина, здесь тоже бывает и есть. И этот вопрос, конечно, если там участковый будет рядом, как ювенальная полиция, или как называется, да, а они все под присмотром, и, разумеется, когда человека в форме видит, человек как-то подтягивается, пристегивается и так далее. Ну и, с мостом вопрос решили. У нас, я живу 35 лет в Коктале, один, у нас с интернетом очень слабо. Казахтелеком обещает много, но ничего не дает. И мои дети, внуки приезжают, сбойник, говорят, почему нет интернета. Ну, вот это больной вопрос. Вот. Коктал тұрғындарында бәріміз танимыз ғой. Мындай адамдар тұратын бұрыннан келе жатқан осы Астана қаламыздың, елордамыздың ең сол кезден бастап келе жатқан тамыр деп айтуға болады. Сондықтан спасибо за вопрос. Но давайте по поликлинике. Сегодня я только на своем небольшом докладе озвучил, что всего 14 поликлиник, и из них 7 поликлиник в вашем районе находится. Собрано 7 поликлиник. В других районах не хватает государственных поликлиник. Поэтому здесь, наверное, с пониманием надо отнестись. Я понимаю, все хотят, чтобы у них было массивы. Но надо учитывать, что у нас Астана на сегодняшний день рассчитывает 1 650 000 населения. Это в нынешнее время. Но он еще растет. Поэтому надо учитывать и другие районы, там тоже и питомник бар ғой, соған қаражат бөлсеңіздер, биыл строительно-монтажный работасына келесі жылға. Уже көшіру туралысы ма? Көшіру туралы, биыл строительно-монтажный работаға әлі ақша бөлінген жоқ қой. Несі проект себе Петров. Петрова, иә. Бұл мәселе бойынша қазіргі таңда Ақмола облысынан Астана қаласына жер телімі берілді, 5 гектарлы питомниктің құрылысына. Эскиз жобасы жасалынып, қала әкімімен келісілді. Ендігі жылы жоспарлаудамыз осы жобалық сметалық құжаттаманы дайындауға и СМР-ді бастауға. Қаражат бөлінген жағдайда. Я там задала 9 вопросов. Практически на все ответы получила. Единственный остался вопрос без ответа. Уже, по-моему, не было специалиста. Вопрос по газификации. Вы сказали, что все районы Астаны газифицировали. Хондурас в 2026 году будет. Но пропустили жилое место Жасовье. Раньше он назывался ЛПУ. Да. 3 года прихожу. 3 года обещанного жду. Я уже все сроки вышла. Теперь хочу знать, когда же у нас появится газ. Хорошо, спасибо за вопрос. Да, действительно, я пропустил его полностью. Но здесь управление энергетики есть. Сейчас вот. Да, вот я хочу услышать. Саламатса. Все исходники собрали. Они только исходники Экспертизу планируется проект месяц. Подскажите, вот проект завершили, правильно? Нет, мы проект Нет, они только исходники собрали. Вот на проект у вас деньги есть. Да. Когда проект завершить?
В июне. В июне? Ну, мы до конца 26 года планируем уже завершить. И как только закончено строительство, допустим, это или На СМР, да? На Юнскую тащить Там, в будем принципе, заедем. недалеко же, да? Да, там кольцо рядом. Жанна Селиковна, вот... Там 2 километра. Вот я говорю, пропустили, когда Коптал-1, Коптал-2 газифицировали, нас пропустили. 2 километра забыли мы Жанна Селиковна, вот говорят, сейчас идет... Но они 3 года проектирование. исходные данные собирают. Нет, не собирают, уже проектирование идет. Нет? На следующий год, Нет, как нет, закончится, все как материалы экспертиза все есть, выйдет, мы сразу уже- Это исходные данные, у них нету проекта. Они сейчас будут только Мы проектировать. будем разрабатывать. Ну, сколько времени уйдет на это? В июне месяце у нас экспертиза уже будет. Уже экспертиза будет. Да. А проект когда закончится? Я же говорю, в июне месяце экспертиза будет. Выйдите. Монтажные Первые работы завершим. полугодия. И вы с июля зайдете к нам на СМС. Сразу. Жанна Селиковна, первые полугодие, то есть Все слышали. на проектной работе, Вы держите. потом второе полугодие уже на СМР, да, все слышали. Мы тоже на контроль возьмем. Заборская Елена Ивановна, Конституции 22. Меня попросили люди из этого дома о установке видеокамер. У нас на дому нету их, потому что у нас магазин «Фермак». Со двора заходит очень много машин. Но много машин бывает и царапает все. И машины уезжают, никто ни за что не отвечает.